Орталан – живописное село в Карасу-Базарском районе. Здесь пение птиц перекликается с тишиной и эхом отдается в небеса. Когда-то здесь жили предки крымских татар Готы и Аланы, а затем и греки, и даже в родословных Беев-Ширинских упоминается название этого села. Алан деген аландар келдилер Кырымга 9 асырда. Аландар келдилер. Сон олар эсасен тау етектерінде yaşadılar. Ondan son işte dağ eteklerinde yaşadılar. Son biyak tekis yerge olar alan deydiler. Alanlık dep aytılgan. Olardan son olar yerlerge buğday saçkanlar. İşte yaşagan son tekis yerde керек de buğday, aqçılık, arpa, malga yetiştirmege. Şu adam şuları dep alanların toprağı dep son alan orta alan olup kalgan bu koyun adı da. После депортации крымских татар 18 мая 1944 года мечеть села Орталана ждала печальная участь. Долгие годы молельный дом служил конюшней, а в середине 80-х годов прошлого столетия по решению руководства колхоза здание было разобрано. Местный житель Мустафа Усманов хорошо помнит, где раньше стояла мечеть. Cami sürgünlükten evvel cami turaydı burada. После возвращения на историческую родину поселившиеся в Орталане крымские татары собирались по пятницам в домах друг у друга, чтобы совершить намаз. Попытки обратить внимание местной власти на проблему отсутствия мечети в селе не увенчались успехом. Лишь годы спустя было выделено помещение старого спортзала для совершения коллективных намазов. Bu cami açılması meselesi bizler şu Ortalan cemaati 2000 yılı bu zdaniyayı Selski Sovet tarafından razılaşıp aldık. Çünkü bu zdaniya mektep zalıydı. Yeni mektep kurulan son bu cami boş kaldı. Bu ev, bu zdanya boş kaldı. Son biz bunu talep edip din cemiyeti camisi yapmaya cemaatle beraber razılaşıp bunu talep edip aldık. 2000 yıldan beri şu cami içinde biz ibadet etemiz. Namaz kılamız. Cuma namazlarına katmayımız. Bayram namazlarını bunda içine yapamız. Cümle halkımız sağ olsun. En azından 15-20 adam bu camiye girip ibadet etemiz. Мечта построить мечеть в центре села 25 лет назад объединила людей разных поколений. 25 долгих лет камень за камнем при поддержке мецената Энвера Курсиитова поднимали стены молельного дома в Орталане, и вот сегодня он готов к открытию. Мечеть строим с 1996 года, как помню, 15 февраля мы начали его строить. Джемат собрался, было желание, мечта у нас была построить на территории Орталана джами. Основной был вдохновитель, поддержал меня тогда Ситамза Умеров, ветеран национального движения Ситамза Ага Умеров. Вот, 67 года проживал в Крыму, в Орталане. И вот он все желание, всю свою энергию передавал нам. Вот, он вдохновлял нас. Вот, это была такая идея, где мы хотели осуществить эту мечту. Местные жители хорошо помнят, как начиналось строительство новой мечети. С особым чувством говорит об этом важном событии житель Орталана Решит Муратов. 98 yılda bu caminin Enver başladı. O vakti temel koyduk biz. O da haflıydı. Keldiler neden SBU tam o vakti Ukrayna vaktiydi de bunu yapıp kim yaptı, kim başladı deyip Selsevet'in Zemli Merkep hepsi başladılar yapıp soruşturmaya kim yapıp ana öyle saklın yapıp cemaat toplandı. Bütün köylerden bir kereden fundament kazıp aldık. Birinci horasını kazıp aldık. Sonundan başladı. Başladı sonra işte yavaş yavaş Rakuşnak getirmeye, işte adamlar
düşürdük onu yapıp yavaş öyle kurmaya başladı Enver. Çok sağ olsun. Bayağı yıllardan beri işte bana bunu yapıp işte şimdi başladık o günleri teravih namaza başladık varmağa indi. İndi şükür Allah'a yaxşı, çok sağ olsun. Yani o yıldan, o vakitten beri işte pek dülber yaxşı, güzel yapıp çıktı yerin. Boş yer idi. Bu çıtırman dağ çıkıyordu yer. Daha çöplükte de tökerdi o zaman o yerlerde. Ana pek yaxşı oldu. Ana indi işte bu nege getirdi, bu duruma getirdi, yaxşı etti o yerin. Güzelleştirdi yeri. Дня, когда распахнет свои двери мечеть села Орталан, с нетерпением ждут религиозные деятели, ведь открытие мечети – всегда радостное событие для мусульманской общины. Дом Всевышнего – это центр жизни для мусульман. Здесь можно общаться, обмениваться важными мыслями, советоваться. Аллаха шүкірлер бет олсын. Алла Тәала біздерге нәсіп япты, шу пек дүлбер, парлақ бір жами ішінде тұрамыз. О қадар жыллар сүргінліктен соң қайтып, ана ветан топыраққа келіп, бізім жематы мұслимін о қадар қиналды бұл ұзын жоллардан кечіп. Кенеде халқымыз ішінде Алла Тәала бір вақытлар кечеді, нәсіп япа, оле бір адамлар чықалар, пек мұй меселені алып, месулетіні ташып, пек ең дерін олған меселені динімізні анлап, шу бізім жемат ішінде әр вақыт айтығымыз кібі жүрегіміз, яғни жами. Әр вақыт жами әсаслаймыз ки бізім халқымыз ішінде жүрек кібі. Алла Тәала нәсіп етті ки шу орта алан койымызды, шынды мұна пек дүлбер бір жами ішінде тұрамыз. Энвер бей шу месулетіне өзіне алды. Алла әбет иншаллах шу бұтын япылған қызметлеріні қабыл етсін. Иншаллах дженнете де оле дада güzel сарайлар içinde yaşamaklarını, inşallah olmaklarını da nasip etsin. Şu ve bizim de dülber cemilerimiz bir asır durmasın. Dada çok asırlar kıbı tursun inşallah. Allah Teala bersin ebed bizim nesillerge de көрмеге, ders almağa ve gelecekte de dada koskocaman böyle de nime cemilerini kurmağa. С большим волнением и трепетом ждет открытие Дома Аллаха имам Бахтияр Уралов, ведь именно он будет нести свет ислама в массы с минбера мечети в Орталане. İnşallah Allah kısmet etse mına bu camini imamı olacakmız. Enver ağamız kurup, bitirip, niyetler etip, bitirgen inşallah. Endi cemaatқа da bayağı bayram, kuvançlık günler keldi. Cemaat küte yardım verdiler bayağı bu camiye de. Allah razı olsun cümlesinden. Allah razı olsun. Allah kısmet etse bek bayramlarında cümlesinden de nikah toylarında inşallah kalgan bütün bayramlarını, oraza bayramlar, kurban bayramlarının cümlesinde kılacakmız inşallah. Cemaatni bu bir gururlangan yeri olacak inşallah. Büyük bir yaxşı yer, güzel yer. Культовые сооружения имеют свою специфику строительства. Они имеют внешние отличия как в архитектуре, так и во внутреннем убранстве. Жители села Орталан хотели видеть мечеть, построенную именно в крымско-татарском стиле. По воле Аллаха, Энвер Курсиитов знакомится с выпускником Московского высшего художественно-промышленного училища имени Сергея Строганова Якубом Кадыровым. Началась долгая, кропотливая работа по изучению особенностей крымско-татарской архитектуры. Построить мечеть – это очень большое, благое дело считается. Вот. В общем, я решил на благотворительной основе принять участие в строительстве в этой мечети, вести архитектурную и художественную часть. Для строительства крымско-татарской мечети необходимо знать особенности нашей крымско-татарской архитектуры, которая подразделяется на этническую часть, бытовое жилище крымских татар, и дворцовый стиль есть крымско-татарское дворцовое, к которому относятся мечети непосредственно это дворцовый стиль крымско-татарской архитектуры.
чтобы познать именно отличие наших мечетей от каких-либо других исламских мечетей на планете, надо познать устройство, особенности, арки, михрабы, мимберы, орнамент непосредственно. Реже всего используется в мечетях, в отделке мечети, меньше всего используется растительный орнамент. Растительный орнамент используется в более бытовой части. Поэтому в оформлении крымстарских мечетей используется геометрический орнамент. Это в качестве зинджир, арабеска, панджара, шабике. Это прорезная резьба, это плоскорельефная резьба по камню, по штукатурке, по гипсу в данном случае. Поэтому вот михраб, оформление михраба, обрамление михраба, оно завершается зинджиром. Зинджир — это цепь, который непосредственно обозначение цепи означает, что человечество — одно из звеньев этой цепи. Шло время. К реализации проекта по строительству мечети в селе Орталан стали присоединяться и студенты Якуба Кадырова, которые с большим рвением стали помогать своему педагогу. Здесь можно сказать о преемственности поколений в строительстве Дома Творца, ведь учитель и его ученики рука об руку продолжили благое дело. Учитель мой Якуб Юсуфович познакомился с Энвера и как бы заразил этой идеей строительства мечети. И так как бы, будучи студентами изучали это все, уже повзрослев, мы уже приступили к выполнению тех работ. Сложно было собирать по крупицам это все, то что как бы очень много пришлось поездить по Крыму, как бы искать этот весь материал. Ну, вроде бы сошлись вот на том, что в данный момент существует и сделали мы. Меценат Энвер Курсиитов, как и большинство его ровесников, родился на чужбине. После возвращения семьи на историческую родину ему было важно, чтобы народ вернулся к своим истокам. Так у Энвера Курсиитова зародилась идея строительства культурно-национального центра при мечети, который станет очагом возрождения декоративно-прикладного искусства крымских татар. При джами мы решили, что непосредственно если джами, то у него нужна непосредственно поддержка. Поддержку мы видим в культурно-национальном центре, где будут обучаться дети ремесленным вариантам, развитие культурного наследия, мы так решили, вот, чтобы мы все были заинтересованы, чтобы непосредственно содержание чтобы было, и чтобы мы могли производить что-то, реализовывать что-то, вот, и при этом же, чтобы у нас, Аллах смеется, казан кипел здесь, и чтобы здесь всегда были люди. Самое главное, чтобы у нас было производство, чтобы дети, у нас школа недалеко, чтобы детей обучать, чтобы дети получали зинаты, профессии, чтобы они, когда уже взрослели, чтобы они были уверены в себе, чтобы они были востребованы в этом обществе. Ну и это общество должно быть воспринимать их. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Блажен тот, кто построит мечеть и прочитает в нем Коран, стоя или сидя». Поэтому мусульмане всегда старались строить величественные мечети, которые поражают верующих своей красотой. Молодость нужна для того, чтобы старость не нуждалась. Вот. Надо закладывать, делать, создавать, созидать надо, потому что этот возраст позволяет, этот возраст делает сегодня все то, что необходимо делать. Возвышая имя своей нации, мы возвышаемся вместе с нацией, и это необходимо, чтобы мы завтра... Сегодня, что мы делаем, это когда-нибудь останется в истории. Мы когда сегодня находим кувшин, находим черепицу, что-то такое находим, атрибуты, мы говорим, что наши предки проживали на территории Крыма. И самое главное, чтобы понимать, что все, что тебе дается, все дается от Аллаха. Богобоязнь должна присутствовать рядом с нами. Мы должны понимать, что все от Него. Дом Аллаха в селе Орталан в скором времени откроет свои двери для прихожан. Этот день станет началом новой эпохи для местных жителей, ведь их мечта воплотилась в жизнь. Я счастлив, что смог объединить вокруг себя столько замечательных людей. Аллах создал разум. Гульнар Ильясова, Исмаил Эрмамбетов,
пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя.